Декан факультета осетинской филологии нахваливает свой альма-матер поступающим. Те в ответ говорят комплименты 70-летнему старейшине осетинской поэзии. Он не просто именит, он еще и гениален. 26 мая все было бы точно так же. В тот день профессора Джикаева ждали на встрече с родителями абитуриентов. Новости, которые появились под вечер, шокировали всю республику. Голова практически была отчленена от туловища. То ли саблей, то ли вот топором. По зловещей иронии, тело поэта и преподавателя нашли на территории садового товарищества «Учитель». Скорее всего, вот в этом месте это произошло. Значит, он засунул его вот в машину и потом вот туда завез, и уже он, видимо, в бессознательном состоянии отрубил ему голову. За что ритуально казнили Джикаева, с самого начала была только одна версия. Он же в одно время из-за этого стихотворения даже судился. Потом, в конце концов, этот суд выиграл. И тебя, и твою семью заказали. И даже призывавший к спокойствию муфти республики нехотя повторил эту версию. Глупое стихотворение было. Может быть, он его в горячке написал. Может быть, он его написал под каким-то влиянием. Там все бывает с человеком. Вечером во вторник в городе неспокойно. На окраине слышали взрывы гранаты, автоматные очереди. Улица Тельмана, окраина Владикавказа. Недавно здесь закончилась перестрелка. Один ваххабит уничтожен, второй, говорят, ходит где-то здесь в окрестностях. По предварительным данным, убитый ваххабит тот самый Давид Мурашев, разыскиваем по обвинению в убийстве Шамиля Джикаева. На утро в полиции подтвердят, ваххабиты закидали гранатами после того, как он ранил 3 полицейских. Вроде бы уже смертельно раненый Мурашев признался в убийстве писателя. Кричал, оттуда кричал, я его убил, вот из-за этого стихотворения, вот то, что он осквернил, вот Коран. В ту же ночь в городе, где основное население христиане, арестовали несколько десятков подозреваемых в связях с ваххабитами. Оказалось, все они были прихожанами суннитской мечети Владикавказа. Арестовывают ночью поздно, бросают в камеру и жестоко избивают. Им подбросили наркотики, да. И один из них, Гацалов, между прочим, мой родственник, он в этом признался. В новостях говорили об уничтоженных ваххабитах, вспоминали о страшном убийстве поэта, но о том, что послужило поводом к расправе, осторожно молчали. Эй, шейхи, пусть земля дрожит под вами, увлажняйте свои могилы. Проклятые, будьте прокляты. Пусть помочится на вашем молитвенном черном камне моя собака. Это перевод последней строфы стихотворения Джикаева 3-летней давности. Теперь ясно, его действительно убили из-за одной строчки, где говорилось о черном камне, священном для всех мусульман. Это святыня всех людей, всего человечества. Это единственный храм на земле, который был построен по воле Аллаха. Написать такие строки поэт решился после того, как матери Беслана пожаловались ему на осквернение могил в городе Ангелов, там, где похоронены жертвы бесланской трагедии. Там вот лица ингушской национальности справили нужду. Значит, и там вот конфликт получился из-за этого, что вот в таком месте, и вот он на этой почве сочинил вот это стихотворение. Я сообщаю гордому исламскому народу всего мира, что автор книги «Сатанинские стихи» выступил против ислама, против пророка Мухаммеда и Корана. И все люди, которые участвовали в издании книги и в курсе ее содержания, приговорены к смерти. 1989. Аятолла Хамини объявил городу и миру, что любой мусульманин, убивший писателя Салмана Ружди, автоматически попадет в рай. В скандальной книге писатель даже не называет пророка по имени, он только намекает на свое отношение к событиям, описываемым в Коране. Я не называл в своей книге Мухаммеда, потому что я не хотел создавать его реальный образ. Я создал что-то вроде проекции. Этого хватило для заочного смертного приговора Ружди. С тех пор он живет в Лондоне под постоянной опекой спецслужб. Он демон во плоти. Как много людей думают так же. Мы все думаем так же. Он должен умереть. Мы не хотим, чтобы он жил. Казни осетинского поэта Джикаева вроде бы публично никто не призывал, но родные говорят, ему угрожали. А что говорили? То, что случись это в другой республике, отцу бы оторвали голову. На похороны поэта собралась, кажется, вся республика. Говорят, где-то в стороне робко стоял и отец убийцы, Георгий Мурашев. Подойти ближе он не решился. Принял мусульманство. И после этого он стал замкнутый. Редко стал приходить ко мне. В местной мечети странного прихожанина сразу вспомнили и тут же предпочли откреститься. Он однажды уже нас подставлял. Он организовал драку, был зачинщиком драки возле мечети.
Это был очень, именно резонанс очень большой, и мы с ним здесь разбирались. Я его обвинил в работе против ислама, в провокации и во всем остальном. Но не все так просто. Как выясняется, бывший муфти Али Хаджи Евтеев – давний враг убитого поэта. Он русский, принял ислам. Евтеев даже судился с Джидкаевым, пока его самого не выгнали, говорят, за связи с ваххабитским подпольем. А вот для вас есть вообще проблемы ваххабизма? Да нет у нас такой, в Осетии проблемы как раз таки не было, которые нам постоянно стараются и навевать ее. Если отрезанная голова и труп, который вот там валялся, если их нету, значит это все померещилось, наверное. Место встречи – заброшенная турбаза, скорее всего, где-то в горах. Человек в маске называет себя членом отряда антиваххабитской обороны. Вот такие пакеты нам с оператором пришлось надеть на голову, прежде чем нас отвезли на интервью к представителям осетинского антиваххабитского сопротивления. Это мера предосторожности прежде всего для нас самих. Теперь мы не знаем даже, в каком районе республики находится их база, и никого не сможем выдать. И это их первое появление в СМИ. Почему люди берутся за оружие? Потому что нет гарантии безопасности. Они заявляют, мы голос осетин, терских казаков и всех остальных, кто недоволен усилением радикального ислама в Осетии. Причем в их республике еще недавно такого не было. Я слышал, что в соседних республиках им назначают за головы сотрудников деньги. За таможенников одни суммы, за ФСБшников другие. Это ненормально. И мне бы не хотелось, чтобы в моей республике это было. Наш собеседник уверяет, они не враги официальным спецслужбам, властям, они вообще против войны. Но хорошо подготовленный арсенал в углу лучше всяких слов убеждает, сжечь врагов они будут точно не глаголом. Ваххабиты – это зло, с которым надо бороться. Будет война, будет кровь. Олег Исаков, Алла Давыдова, Ливан Козаев и Тигран Тавмасян. Телекомпания НТВ. На Украине задержан преступный авторитет, обвиняемый в заказном убийстве. Скорее всего, его выдадут России. Ну, кому это интересно?